Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», Картер был в числе тех представителей администрации, которые выступали против соглашения в ходе конференц-связи с Белым домом на прошлой неделе, в то время как Керри, присоединившийся к совещанию из Женевы, проявлял в связи с этим все большее недовольство. Хотя после многочасовых споров президент Обама одобрил соглашение, дискуссия не убедила представителей Пентагона, пишет издание. Во вторник в военном ведомстве даже не смогли с уверенностью сказать, что если первый этап соглашения, предусматривающий прекращение огня в Сирии на 7 дней, состоится, то на 8-й день Министерство обороны начнет осуществлять свою часть соглашения. В том числе оно предусматривает обмен информацией с Москвой о целях для ударов по исламскому государству в Сирии, указывает издание. С точки зрения Керри, администрация должна делать все возможное, чтобы не дать силам президента Сирии Башара Асада продолжать бомбардировки гражданского населения. Тем временем на территорию Сирии из Турции въехал второй конвой с гуманитарной помощью. Колонна из 20 грузовиков везет продукты питания, одежду и игрушки в Алеппо. Эта гуманитарная операция стала возможной главным образом благодаря режиму прекращения огня, вступившего в силу вечером в понедельник. По сообщениям представителей ООН, за прошедшие сутки зафиксировано резкое сокращение числа жертв среди гражданского населения.